Доброе утро, друзья! С вами снова Лейла из Дикхелшин. Смотрите, как у нас метет и замело. Я везде в комментариях писала, что у нас холодно, но снега нет. Я хочу снег. Просыпаюсь, и вот такой вот у нас снегопад. Намело за ночь, как видите, капитально. В доме у нас холодно, ужасно холодно. Газ почти не горит, я не знаю. Наверное, это аномальная погода везде сейчас, везде в комментариях, в этих ролики выпускают, что у них заметает все. Представляете, у нас давно такого не было снега. Конечно, с одной стороны хорошо, что снег, но плохо, что у нас горит очень плохо газ. Как хорошо, что я вчера девочку отправила домой. У нас очень холодно было в комнате. Я точно не знаю, сколько там у меня градусов, но холодно. Я лежала в одежде, спала вчера, не могла высунуть из-под одеяла нос даже. Вот так вот, друзья, смотрите, какой снег, как замело. Ой, холодно, побежала я. Вчера у нас было 4-5 градусов холода, сегодня не знаю сколько, еще не смотрела градусник, только выхожу из дома. Бедные, что мне делать с моими курями, гусями, не знаю. Да, девочки, за кусочек хлеба можно было отдать жизнь. А сейчас этот хлеб валяется везде под ногами. Видишь, Это бабушка всегда недовольны, что еду выбрасывают. Действительно, раньше такое было. Конечно, нет. Кусочек хлеба это стоило много. Я, например, в этой жизни видела очень много плохого и хорошего. Хорошее куда-то делось, не знаю куда, а хорошее сейчас со мной, дурочкой. Плохое куда-то делось, да? Плохое куда-то делось? Плохое куда-то делось? Хорошее делось, осталось плохое со мной. Почему? А где у тебя плохое? Где ты видишь плохое? Плохое есть? Конечно, плохое. Я кто Yes. плохой. Почему ты плохая? Не А говори так. сейчас, девочки... Мои подписчики каждый день хотят тебя видеть, а ты говоришь, у меня плохое. Что у тебя плохое? Мы разве с тобой плохо кто-то относится? Наоборот, у тебя сейчас все хорошо. А сейчас как барыня лежу. Ну вот, так и Приносят. скажи. Приносят, ставят, кушать ставят. Ну ты сейчас заслужила, наверное, уже. Наверное, заслужила. Конечно, не знаю. почему ты не заслужила? У тебя уже внуки, правнуки, Ну, за дети. 45 лет стажа, может быть, заслужила. Да. Ну, пенсии мало дают. Пенсии надо больше. Это мое любимое. Это- Маленькие рыбки, как они называются. Мойвама. Ага. Я их-то... Ты же рыбу любую любишь? Я только головки люблю. Ты же рыбу любую любишь? Любую. И селедку обожаешь? И копченую, и такую. Любую люблю. Рыба это мое, а мяса нет. Мясо расхотела. Вот бабушка заболела ковидом, и мясо у нас уже Еще практически черемша не есть. добавилась. Черемшу не любишь, да? Черемшу люблю. Нет, ты ее вообще не любишь. Кого? Ты вообще ее не любишь. Кого? Черемшу? Черемшу, ага. Ага. Бабушка черемшу 3-4 раза в день готова есть, только я ее боюсь ей подавать так часто. Я думала, черемша будет. С такой радостью шла. Черемшу ты поела утром. На завтрак, даже как И сейчас на поела. завтрак вроде бы черемшу и не надо было, а ты поела черемшу на завтрак. Ела же? Ела. Ела. А вот на обед рыбку хотя бы поешь. Ты Ела. же говоришь, что рыбку любишь. Вот я мясо Вчера не, ела. я мясо не готовила, приготовила рыбку. Вот. Мяса не надо. Ну вот без мяса давай как-нибудь тогда. Мяса не надо. Рыбку поешь. Мы же еще на свадьбе должны гулять. Силы тебе надо подкопить. У нас же скоро свадьба. О. Вот, ты нас плясать должна на свадьбе, наверное. Хоть у нас и не танцуют на свадьбе. Вот, у тебя скоро внучка замуж выходит, будем гулять. Обязательно. Вот, поедем на свадьбу к внучке.
внучка выходит замуж, Да. бабушка должна обязательно поехать. Вот, правильно. Ты должна. Вот поэтому ты должна набираться сил, чтобы смогла поехать, Ничего, сидеть там. у меня вес хороший. Ну, не вес набирать, а силу надо набирать. Ты если кушать не будешь, то ты поехать не сможешь, а ты там сидеть не сможешь, гостей встречать не сможешь. Вот. И люди будут еще думать, вдруг еще там, наверное, Лела ее не кормит, не смотрит за ней, поэтому худая, плохая. Ага, ага. Еще на меня начнут бочки катить. Прям. Они никогда эти столы не ставят. Да, ну нет, почему? Ставят, мать. Тебе кажется, только у нас, что ли, Каждый еда? божий день этот стол накрытый. Ну, правильно, нам же И кушать мясо, надо. и рыба, и все. Ладно, давай будем обедать теперь, а то уже и рыбка твоя остыла. Давай, приветы передавай теперь. Спасибо за все. Вот я хожу, мои подписчицы просят тебе передать приветы, обнять тебя, поцеловать тебя. Вот Ой, тут целовать нечего. каждый день хотят, чтобы тебя показывали. Только целовать не Так надо. что вот, ну я тебя поцелую, они же тебя не целуют. Вот передай привет теперь Передай всем. им Вот. привет, дай Вот, Бог, всё. чтобы они жили хорошо, спокойно. Вот. Дай Бог, чтобы все было прекрасно. Они тебе тоже каждый день посылают здоровья, желают, каждый день Обязательно. тебя любят все. Так что вот так вот, друзья. Ну вот, все. Привет. Теперь бабушка будет обедать. Девочки, каждый день звоните, я Ага. каждый день буду болтать. Так, друзья, ну мы пообедали. Друзья, у нас холодно, действительно. Минус 8 градусов показывает, но говорят, что ощущается как минус 12. Очень холодно. Для нас это очень холодно, конечно. Так холодно бывает очень крайне редко. Ну вот, хотели снег, снег пошел. Людям, как всегда, не угодишь. Так, видите, везде снег. Так, таскаю ноги. Хочу посмотреть, что тут делает у меня в котельне мои цыплятки. Так, вот занесла эту клетку. Здесь сильновато, конечно, чтобы пересадить. У меня, во-первых, они там слишком мочат все. И вот хочу сейчас их пересадить в вот эту вот отдельную клеточку. Так, нормально, тепло, хорошо. Видите, эти вообще выросли, огромные стали. Так, здесь темновато. Сейчас могу я включить освещение. Ага, вот включила. Вот видите, они уже большие. Конечно, им уже эта клетка тоже маленькая. Но я надеялась, что скоро будет тепло. Вот такие вот мои красавчики. Этих сейчас я отделю. Успокоятся они. Сейчас покажу вам, как после отделения. Так, друзья, ну вот, водоплавающую я птицу отделила, как видите. Эта клетка у меня была, я знала, что она есть, но она тоже для перепелят. Но у меня не было поддона, поэтому ждала, пока мне сын сделает поддон. Сделать поддон у него не было ничего. Пока я поселила в картонку. Как испачкается внизу картонка, выброшу. Таких картонок можно с магазинов пока таскать. Ну, как-нибудь вот так вот перебьюсь. В принципе, как и всегда. Чтобы так мне хорошо, все как мне надо сделать, у меня не получается. Очень бы хотелось, конечно, чтобы были условия, раз я их все-таки развожу, содержу. Так, надо будет закрыть вон ту дверочку. Видишь, она сейчас... Так, ну теперь им уже намного лучше. Я не пойму, почему они у меня такие пугливые. Вот вроде бы в котельне, в которую мы часто заходим. И в доме они у меня сидели, в комнате, где мы находимся. Но настолько они пугливые, я их не пойму. Но, по-моему, здесь вот, или напополам, хотела сказать, что петушков меньше, мне кажется. Там смотрели, петушков много, ну и курочки много. И почему-то получились все одного цвета, хотя курочки у меня разные. Вот, моя птичка. Просили показать, я поэтому показываю. Я даже не записала, какого дня они у меня вывелись, надо посмотреть. День вывода у меня где-то, наверное, на YouTube-канале есть. Вот такие вот малыши.
собираем гаши. Сегодня у меня проклюнулись гуси. 3 яйца было проклюнутых. Сейчас пойдем посмотрим, что с ними. Вот моя голошеечка, любимая моя птичка голошейка. И голошейки, и чубатые вместе. Они две такие. Вот так вот, друзья. Смотреть формы, что там у меня с курями, посмотрим. Так, похолодало, видите, они уже меньше несутся. Яиц мало. 4, 5, 6. Некоторые все-таки на меня выбегают, некоторые папа не выбегают, и гусей, и уток я сегодня не выпускала, потому что очень холодно. Здесь так, друзья, корова скоро должна отелиться, я надеюсь, в конце февраля, в начале марта она отелится. Ой, холодно в сарае, действительно очень холодно, очень плохо все у меня приспособлено. Так, это мой бычок, это мой второй бычок. Вот, этому еще нет годика. Правда, ну, у нас корова вроде бы породистая у меня, но вот быки такой породы, у нас быков таких нет, поэтому вот такая вот помесь у нас получается у меня. Ну ничего, зато свое. Единственное, что мне надо хорошенечко обустроить сарай. Так, друзья, зашла в комнату, уже слышу, что гусенок все-таки уже пищит капитально. Проклев был еще утром, но я сюда не заходила. И, скорее всего, здесь что-то все-таки вывелось. Сейчас покажу, я еще не видела. А ну-ка, там что там? Ух ты, вот они мои хорошие. Вот они мои хорошие. Гуси-гуси, га-га-га, да? Вот они. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Ой, какой. Ой. Ой, все силы укладывает, чтобы встать и пойти. Ой, ты, мама, золотой. Так, видите, есть проклюнутые. 1, 2, 3 вижу проклюнутых. Утиные еще не проклюнулись. Нет. Так, это тоже нет. 2 не проклюнутых. Это проклюнутое. Вот. Значит, 4 или это тоже не 3, я вижу проклюнутых. Нет, только 3. Короче, 3 проклюнутых, 2 вывелось. Ой, Тимофей, какой гордый, прямо вот не хочет ложиться. Ты посмотри на него. Холодно ему. 3 проклюнутых, 2 вывелось. И еще 3 не проклюнутых гусиных и 2 утиных получается. Ну, закрываем, холодно уже. Посмотрим, что с ними будет. Надеюсь, выведутся. Так, ну и вот, друзья, 5 цыпляточек. Я вам их не показывала, все время забывала. Им уже неделька. Видите, мои малыши стоят возле батарейки в комнате у меня. Вот такие вот малыши. Я сейчас им поменяла подстилочку, но их пока в котельню заносить еще рано, они маленькие. Ну, пока им такая маленькая коробочка хватает, маленькой коробки. Я сейчас подсыпаю им сюда кормика, ставлю поилочку. И вот, еще одна голошечка, видите, вывелась. И пингвиненок у меня вот такой красивый, видите, какой красивый. Вот этот белый с черным, как пингвин. Вот так вот я вожусь со своими цыплятами, курами целый день. Вот такие вот дела. У меня еще теперь накопилось гусиного яйца там, но уже стоит больше 10 дней, не знаю. Я жду, пока вот освободится этот инкубатор, чтобы и вывод, и новые туда не ложить, чтобы не было непонятки. Ну, посмотрим. Вот еще 1-2 дня, и я думаю, он освободится. Ну и вот, друзья, на этом я сегодняшний свой влог, наверное, закончу. Пока я сейчас уберу посуду, пока то все, уже будет вечер.
уже 3 часа, так что завершу этот влог. А то, что буду делать дальше, я, наверное, расскажу вам в следующем влоге, что мы будем делать к вечеру уже. Я надеюсь, вам было интересно со мной. Оставайтесь со мной, подписывайтесь, кто зашел первый раз. Я постараюсь снимать что-то поинтереснее, наверное, показывать. Ну а так, вроде бы, мы уже почти одна семья, я считаю. Немножечко кусочек моего дня, кусочек того, что сегодня сделала и что буду делать каждый день, я, наверное, буду выкладывать. Как вы думаете, стоит мне это делать? Или что-то, я не знаю. Иногда я не выпускаю ролики, потому что постоянную мою одну и ту же рутину показывать то, что я делаю каждый день, мне кажется, что вдруг не будет вам интересно. И просто хочу с вами в действительности так поделиться. Скажите мне, вот, ну, как сегодняшний, например, мой ролик вам будет интересен. Здесь я ничего такого не готовила, ничего не объясняла, не говорила, просто тихо показала кусочек моего дня сегодняшнего. Стоит ли так показывать, говорить или нет? Напишите мне в комментариях, я вам буду очень благодарна. И напишите, если вас что-то интересует, что бы вы хотели узнать, что бы вы хотели у меня спросить, о чем бы вам можно было бы рассказать. И как-то что-то делая, я бы вам рассказывала об этом. Не знаю, просто вот в таком я вот, не знаю, как бы сказать, распутье или, ну вот, я боюсь, что вот каждодневную рутину свою показывать, что я каждый день там делаю, вдруг вам будет неинтересно, и поэтому вот иногда даже не выпускаю ролики. Ну вот как-то так. Всех благ вам, друзья. Хорошего дня.